Вы слухаеце трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Літаратурная старонка». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сяргей Брэшцель. Сёння мы звернемся да кнігі Мікалая Ваднеўскага «Учора і сёння. Жыццё, як яно ёсць». А тэма нашай размовы мае назву «Сінія далі». Гэта літаратурныя вобразы, агарнутыя ў словы веры, а таксама сардэчныя ўспаміны аўтара. Я думаю, што і нам з вамі час ад часу трэба рабіць прыпынкі, каб прыгадаць мінулае, ацаніць сучаснае і ўзяць урокі. Нас абкружаюць людзі, якія чакаюць, што мы будзем лепшымі сябрамі, сваякамі, суседзямі, дзецьмі, бацькамі, хрысціянамі. Да гэтага з Божай дапамогай і трэба імкнуцца. Навошта чакаць асаблівых жыццёвых абставінаў, каб ацаніць сваё сучаснае жыццё з пункту гледжання Пісання на карысць сабе, сям'е, царкве і царству Божаму? Пра гэта і не толькі наша сённяшняя размова, а прагучыць яна, як і ў арыгінале на расейскай мове. Далучайцеся. Ничто так умиротворяюще не действует на мою душу, как тишина, безмолвие калифорнийской окраины. Здесь я вспоминаю о далеких прожитых годах, об опаленной войной юности. Сегодня я не один. Мой сын, примостившись невдалеке на камне, удит рыбу. Незаметно тает сентябрьский горячий день. Остывающие солнечные лучи серебрятся по рябе небольшой речушки, дно которой усеяно пустыми консервными банками и пивными бутылками. Я не знаю названия этой речки. Вода в ней прозрачная, теплая, течение медленное. На другом берегу чуть заметно покачиваются тонкие прутья лозняка. В нескольких местах о себе дает знать разыгравшаяся рыба. Недалеко от меня высятся огромные калифорнийские дубы. Но если подняться выше, на пожелтевший от жары пригорок, взору открываются необозримые синие дали. Небо без единой тучки дремотно томится в лучах солнца, и там, у подножья облизанных зимними ветрами холмов, виднеются фермерские домики. Полупрозрачный дымок незаметно стушевывает горизонт в одну синюю бесформенную мягкую даль. Я всматриваюсь в эту даль, и мысли о тайне мироздания наполняют мое сердце радостью. Господи, как Ты велик! Как Ты велик! Ветерок смелеет, срывает с деревьев первые пожелтевшие листья. Забавно кружась, они долго носятся в воздухе и, наконец, падают на землю, как достояние тления. Я всматриваюсь в синюю даль до боли в глазах. С приближением вечера ее окраска сгущается, гамма становится темно-фиолетовой. Фермерских домов уже почти не видно. Темная ленточка дороги, их обвивавшая, утратила свои очертания. Последние рыболовы докуривают свои сигареты. Один за другим покидают речку купальщики. Хотелось бы задержать заход солнца, продлить день. Назойливые комары кружатся над головой и надоедливо тянут свою песню. Они мешают мне думать о красоте догорающего дня, о синих бескрайних далях, напоминающих о вечности. Где-то за синей дымкой горизонта в огромных бушующих волнах горбится океан, а за ним на тысячи верст раскинулась русская земля. Теперь, когда солнце скатилось за зеленые дубравы, я примостился у самой речки под кустами дикого винограда. От воды пахнет рыбой и водорослями. Перебираю в памяти прошлое, мой трудный, исковерканный войной путь. Я вышел на него 13-летним мальчиком без матери и без отца. Этот путь через 15 лет привел меня в Америку, в Калифорнию, в зеленый город-сад Сакраменто. В этом я вижу Божье водительство.
Синеву неба внезапно расчертил реактивный самолет, оставляя за собой кудреватый след дыма. В лучах заходящего солнца самолет горел золотом высшей пробы. Я поднялся на пригорок, прошел по скошенному полю и сел под одиноким вязом. В памяти всплывала картина 1943 года. Были последние дни сентября. Немцы катились на запад. По их следам шли советские войска. В стороне от шоссейной дороги Рославль, Кричев, дымились ржаные поля. Пахло горелым зерном. Синеватый дым окутывал горизонт. Это отступающие немцы жгли на своем пути убранный в копны урожай пшеницы. Над полями висел дым. Он смешивался со смолистым духом догорающих изб. Все ночи напролет мы, пленные, рыли окопы для обороны. На завтра эти окопы становились для немцев могилами, а нас гнали дальше. Цепь моих воспоминаний прервал сын. «Папа, смотри, какого карпа я зацепил, смотри!» Большой золотистый карп, фунтов 10 танцует на траве, мечется, хватая ртом воздух. «Как ты изловчился вытянуть такого поросенка?» – удивился я. Сын стоял передо мной, возбужденный богатым уловом, и радость светилась в его глазах. К сожалению, я не нашел больше слов, чтобы разделить его восторг, и снова углубился в свои страницы. Прошли годы. Тяжелые годы для сына. 16 месяцев он провел во Вьетнаме по мобилизации. Грязная война закончилась. Позор американского правительства, как тяжелый туман, опустился на всю страну. Сын вернулся домой, но радость вскоре сменилась горем. У сына обнаружилось отравление крови ядами, которые американцы распыляли в джунглях Вьетнама. Лечение не помогло. Однажды сын сказал: «Папа, я знаю, что ты всегда любил меня и делал все для меня, что мог, но мы так мало и редко говорили с тобой. Ты старался помочь русскому народу, почти ежедневно после работы сидел у микрофона. Для меня у тебя времени не было. Я никогда не говорил тебе об этом, но сегодня скажу. Помнишь, когда первый раз в жизни ты повел меня на рыбалку и новые удочки купил, но ловил я один. Тебе некогда было посидеть со мной рядом, а когда я поймал большого карпа, ты не порадовался со мною». Горький, справедливый укор. Год спустя я вспоминал об этом разговоре, стоя у гроба сына. Это мое исповедание большой ошибки, которую уже нельзя исправить и которую не должны повторять те, кто призван к служению на ниве Господней. Братству не угодишь, а Бог ни от кого не требует приносить семью в жертву ради служения делу Евангелия. Я понял это с опозданием на 30 лет. Колькі разоў мне прыходзілася шкадаваць пра нявыкарыстаныя магчымасці. У адносінах з роднымі людзьмі, у царкоўным асяроддзі, у грамадскім жыцці. Мінулае давіць быццам цяжкі груз. Калі не скінуць яго і не пайсці далей, не вытрымаеш. Мяне суцяшае, што Господ міласэрны. Ён разумее, што мы слабыя і недасканалыя людзі. Мы пераацэньваем сябе, дазваляем кіраваць гордасці. Мы недооцениваем сябе, знаходзімся пад уплывам страху. Ты робіш выбар, і ён заўсёды балючы. Нават калі на вагах толькі добрае. Няхай Бог дапаможа нам ісці ягоным шляхам, а служэнне разглядаць як карысць не мільёнам, а аднаму жывому чалавеку, які знаходзіцца на адлегласці выцягнутай рукі. Служэнне Царству Божаму – гэта тое, што адбываецца тут і цяпер, дзеля Господа і Евангелия. Я на любовь любовью отвечаю, добром стараюсь воздавать врагу, но с каждым днем яснее понимаю, что так любить, как ты, я не могу. Я падаю, меня ты поднимаешь. Я шаг ступлю и падаю опять. А ты моих грехов не вспоминаешь.
Лишь ты один умеешь так прощать. Я не могу любить, как ты, но все же хочу достичь высот твоей любви. Ты знаешь это, милосердный Боже, желание мое благослови. Я не могу любить, как ты, но все же хочу достичь высот твоей любви. Ты знаешь это, милосердный Боже, желание мое благослови. Я не умею, так как ты, смиряться, все понимать, обиды забывать, быть верным, кротким, истины держаться, довольствоваться малым, не роптать. Так сострадать, как ты, я не умею. Так поддержать, как ты, я не смогу. Но ты меня ведешь своей тропою, и жизнь мою не отдаешь врагу. Я не могу любить, как ты, но все же хочу достичь высот твоей любви. Ты знаешь это, милосердный Боже, желание мое благослови. Я не могу любить, как ты, но все же хочу достичь высот твоей любви. Ты знаешь это, милосердный Боже, желание мое благослови. Я не могу любить, как ты, но все же хочу достичь высот твоей любви. Ты знаешь это, милосердный Боже, желание мое благослови. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.